Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24, в студии Чинчика Шпукол. И сегодня в выпуске. Глава Тувы Владислав Хавылык проинспектировал комплекс по переработке дикоросов, ход строительства дома для участковых и не только. В региональном правительстве посмертно Орденом Мужества наградили военнослужащих, которые проявили героизм и отвагу во время специальной военной операции. Представители Минздрава России провели практические занятия для тувинских врачей. В Национальном музее открылась выставка, посвященная 130-й годовщине со дня рождения первого директора музея Тувы Владимира Ермолаева. А теперь об этом и не только, более подробно. Глава Тувы Владислав Хавылык проинспектировал производственную базу компании «Вавиол», которая в 2020 году выиграла конкурс Минсельхозпрода Тувы по организации комплекса по переработке дикоросов. Генеральный директор компании Виктор Тунев сообщил, что готовится к запуску автоматизированная разделочная линия, которая позволит увеличить количество выпускаемой продукции. В настоящее время предприятие выпускает морсы, соки, варенье, джемы и сырья, которые принимают у местного населения. На производстве работает 25 человек. За первое полугодие компания выпустила 30 тонн продукции. Начала налаживать сбыт в соседнюю Хакасию. Состояние дел Владислав Хавылык оценил как удовлетворительное, соответствующее плану реализации инвестиционных проектов. Еще одним пунктом инспекции стала подъездная дорога к селу Карахак. Работы выполнены на 70%. Осталось обновить асфальт, укрепить обочины, нанести разметку. Рабочие обещают, что закончат обустройство дороги не к ноябрю, как планировалось по контракту, а как минимум на месяц раньше. Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Туве идет реконструкция 11 участков автомобильных дорог. Также глава Тувы выехал на место строительства дома для участковых, который идет на Вавилинском затоне в пригороде Кызыла. Дом совмещен с общественным пунктом полиции, тут же будет и гараж. Работы идут по графику. Сейчас здесь полностью возведен каркас дома, строители приступают к отделочным работам. Дома будут сданы до конца этого года. Такой же дом будет сдан в селе Шуй Байтагинского района. В региональном правительстве посмертно Орденом Мужества наградили военнослужащих, которые проявили героизм и отвагу во время специальной военной операции. Государственные награды вручили семьям погибших. Горькая боль и гордость – именно эти чувства сейчас переживают родные и близкие погибших военнослужащих. Вся республика преклоняется перед мужеством и героизмом солдат из Тувы. Боль за то, что мы потеряли лучших сыновей, настоящих мужчин, ставших на защиту Отечества. И большую гордость за то, что они наши земляки. За мужество, отвагу и проявленную самоотверженность при исполнении служебного долга во время специальной военной операции указом президента России Орденом Мужества посмертно награжден сержант Сергей Сад. Ордена Мужества посмертно удостоен и рядовой Шоран Чимба. Государственную награду передают матери погибшего. Напомню, что в память о героях специальной военной операции выпустят книгу. Кроме того, имена героев будут увековечены в названиях улиц и сел Тувы. Им будут посвящены уроки мужества. Рядовой Алтынхерел Чимбалол, рядовой Балчи Тонгак, рядовой Ананды Магуш и рядовой Азиат Кулар. Указом президента России Орденом Мужества посмертно наградили 6 военнослужащих. Айра Сад, Софья Сая, Тува-24. Другим темам делегации из Министерства здравоохранения России провели практические занятия и семинар для тувинских врачей-анестезиологов по применению аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. Что это за аппарат и для кого он необходим, узнавала Инна Клоян. Руководитель делегации Михаил Кецкало отметил, что ими оказывается организационная помощь для улучшения качества оказания медицинской помощи в республике. В частности, на протяжении 2 дней кураторы для тувинских коллег провели ряд лекций, мастер-классов по мануальным навыкам. Особенности этой технологии изучили. Ну и также вчера в рамках региональной конференции, которую провели под эгидой Министерства здравоохранения, мы прочитали несколько лекций по нашей специальности, которые касались и применения заместительной почечной терапии, и применения искусственной вентиляции легких, и некоторых других реанимационных аспектов.
Аппарат ЭКМО – это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма, когда собственные сердце и легкие человека слишком больны, чтобы выполнять свою нормальную работу. В Туве эти аппараты установлены в Республиканской больнице номер 1 и многофункциональном инфекционном медицинском центре. Стационар хороший, родов у вас много, стационар нужный, потребность в нем есть. Это замечательный регион, которым с высокой цифрой рождаемости, поэтому уделить время этому стационару мы свое уделили, и коллеги работают, и показатели хорошие. Но есть, как всегда, над чем работать, есть моменты, которые надо скорректировать, и тогда помощь в родовспоможении будет оказываться лучше. Качество оказания медицинской помощи будет выше в вашем регионе. Делегация из центра Кулакова выезжает в субъекты Российской Федерации и оказывают помощь коллегам при лечении тяжелых пациентов акушерского профиля. Мы совершенно спокойно, так скажем, предоставляем себя вам для оказания этой помощи. Что требуется от вас, это вовремя сообщить о такой необходимости. Потому что каждая помощь хороша, если она оказывается вовремя. Также Михаил Кецкал отметил, что при проверке учреждений акушерского профиля республики помощь оказывается на хорошем методическом уровне, и тувинские врачи хорошо подготовлены. Инна Клаян, Шалбан Мангуш, Азамат Ачур, телеканал ТУВА-24. В Туве успешно развивается этнотуризм. Это разновидность туризма, предполагающий отдых в сельской местности, вдали от городской суеты. Особой популярностью в республике пользуется база Карачера в Кызылском районе, где можно с интересом и пользой провести, например, выходные дни. Подробнее в нашем сюжете. Турбаза Карачера расположена в живописном местечке в окружении просторных степей, невысоких гор. Гостям предлагается пожить в настоящей тувинской юрте, примерить национальные наряды, сыграть на музыкальных инструментах, а также принять участие в повседневной жизни семьи животноводов. Туристам предлагается пища из экологически чистых продуктов собственного производства. Свежие молочные продукты стали одним из основных изюминок турбазы. Каждый день я задумываюсь, как накормить гостей вкусно и разнообразно. Из свежего утреннего молока готовлю национальные блюда пыштак, чукпек, арши, чай с молоком и вкусные выпечки, порзак, пова, и угощаю гостей. И, конечно же, какое подворье без животных. На этой чубанской стоянке, базе отдыха, держат самые разные виды домашнего скота: коровы, овцы, верблюд, лошади, свиньи. Больше всего наших гостей интересуют животные. С ними фотографируются, играют, обожают кормить и гладить, ведь животные социальные и любят внимание. Со дня открытия турбазы здесь побывали более 2000 гостей со всей страны и из-за рубежа. Ведь уютный юрточный кемпинг в красивом природном уголке – это место, которое всегда пользуется спросом. Владелец получает доход от аренды юрт и от сопутствующей торговли и услуг. В итоге агротуризм влияет на развитие сразу двух отраслей Тувы – экономики и сельского хозяйства. Алденайсай, Миргенонда, Чайхан-Донга, Кайдана Синденма, Тува-24. 28 июля отмечают 130-ю годовщину со дня рождения первого директора музея Тувы Владимира Ермолаева. В честь краеведа, журналиста, фотографа и писателя в Национальном музее открыли выставку. На мероприятии побывала Айра Асад. Окно в прошлое. Именно так говорят о фотографиях Владимира Ермолаева. На снимках хранится уникальный источник знаний о Белоцарске, о его историческом и архитектурном облике. Увлечение Владимира Петровича началось с подарка полярного исследователя Фритьофа Нансена. Тогда это был фотоаппарат, вещь по тем временам редкая и дорогая. Этот человек совершил человеческий подвиг. И самое главное, гражданский подвиг — сохранить нам ценнейшие материалы по истории Тувы, начиная с 1913 года. Владимир Петрович со своим стремлением собирать и создавать краеведение Тувы, он оказался в самое время и в нужном месте. Он был назначен 13 мая 1929 года директором Государственного музея Тувинской Народной Республики. И эта славная веха положила основу того, что мы сегодня обладаем.
Владимир Ермолаев родился 28 июля 1892 года в одном из сел Красноярского края. В 1913 году он впервые посетил Туву в составе экспедиции, а через 3 дня перебрался в Кызыл. Владимир Петрович возглавил Тувинский музей в 1929 году. Далее он был командирован в Москву и Ленинград для пополнения музея экспонатами. Множество картин русской и зарубежной живописи, фотографий, книг, предметов старины, чучела животных, коллекция минералов были переданы для музея Тувы. Благодаря его усилиям, сподвижничеству был создан такой уникальный фонд. Такие уникальные предметы были привезены с Советского Союза. Это коллекция холодного оружия, защитных вооружений. Были минералогическая коллекция, коллекция энтомологии, коллекция чучел. И, конечно же, оставил огромное свое наследие в виде коллекции фотографий. Владимир Ермолаев был членом Союза журналистов СССР. Его вклад в краеведение, литературу, культуру Тувы трудно переоценить. Он ушел, но остались его бесценные фотографии в альбомах. Владимир Петрович из 90 лет своей жизни почти 60 прожил в Туве. Он в истории Тувы навсегда останется как хранитель времени. Айрасат Буяноюн, Азамат Очур, Тува 24. Это были все новости к данному часу. До скорых встреч.